Ну, фабула достаточно проста, незатейлива, в передаче ТНТ. Намного интереснее сам факт, что эта передача вызвала очень бурную и непредсказанную политологам реакцию. Ситуация вообще интересная, потому что на самом деле передача снималась еще в октябре прошлого года. Вот. Именно поэтому тем, кто участвовал в этой передаче, в том числе из известных в Башкирии людей, то есть, например, членов КВН, да, для них это послужило еще большим осложнением впоследствии. Потому что получилось как? Вот передача прошла, передача некрасивая, нехорошая, но никто же этой реакции такой не ожидал. Вот она лежит на полке, ее никто не видит. И потом 15 апреля эта передача запускается в эфир. Тут же она подхватывается, появляется в интернете. Дальше начинается просто шквал, потому что, значит, с соответствующими комментариями люди сами бегут друг к другу, говорят: смотрите, значит, и предлагаю всем возмущаться. Возмущающийся берет опять передачу и говорит: какой ужас, какой кошмар, какой подонок, посмотрите. И такая получается пирамидальная реакция. Через несколько дней весь Башнет гудел. Выражались такие возмущения разной степени адекватности и мудрости по поводу этого. Да, были умные, были не очень, были откровенно глупые реакции по-разному. Но возмущение было очень большим. Кроме того, это вылилось в целый вал стихийных от самых разных людей жалоб в прокуратуру, просьбы принять меры прокурорского надзора. Причем составляли совершенно разные люди с разными навыками в этом деле. Например, вот тоже самый известный, пожалуй, был боксер Хабир Сулейманов, по этому поводу, который открыто атаковал свое послание, так сказать, прокурору по этому поводу. С просьбой принять меры по поводу разжигания национальной розни, которая содержится в данной передаче. С вопросом, содержатся ли они. Просим оценить и посмотреть, что это такое. Причем, что интересно, тут ход был такой интересный, что делал это именно, в общем-то, достаточно скандальный, но известный боксер, он чемпион Америки по кикбоксингу по одной из версий. То есть вместо чисто брутальной, свойственной боксеру реакции, вот, он показал, что при этом я боксер, но я иду законным путем. Примерно то же самое показал Эльбрус Нигматуллин. Стронгмен, самый сильный человек России. Он тоже, так сказать, на камеру таким тихим, убедительным голосом объяснил, что он очень оскорблен, не нравится ему это все, и убедительно попросил извинить ему от Руслана Белого. Да? Вот. Значит, интересно, ну, наиболее популярна была, наверное, реакции группы Тархан. Но это видеть надо. Это, что мы просто хотим интеллигентно пообщаться, мы совершенно ничего плохого не говорили. Зачем от них спрятался Руслан, вот этот герой передач комика, этот Руслан Белый, непонятно, зачем спрятался от них гримерки и не показывался. С ним поговорил директор, обещал. Во-первых, никто не ожидал, что реакция будет такой бурной. Это может свидетельствовать, мне кажется, только об одном. Что данная реакция только повод. И на самом деле она свидетельствует о том, что накопились определенные проблемы в самой национальной сфере Республики Башкортостан. В том числе в самом самочувствии, национальном самочувствии башкирского народа. То есть он уже реагирует уже фактически на любой раздражитель. Он подготовлен к тому, чтобы реагировать на него. Вот. И этот тест показал бы, с одной стороны, очень легкую возбудимость и манипулируемость народа. С одной стороны, если бы не масштаб ответа. Вот масштаб ответа сделает ответ адекватным. Поскольку не считаться с таким масштабом уже было нельзя. Я приведу пример, я уже вам туда лицо. Что тогда же был собран несанкционированный сход. Не митинг, там разгонять не за что, но народный сход. Числом не меньше 400 человек, примерно 400-500 человек было. Причем в дождливую погоду. Дождь лил как ведра, погода была отвратительной. Но люди собрались. Они собирались по мессенджерам, собирались по призыву в интернете, возложить цветы, памятник своему герою. Там повторилась ситуация, как это с митингом в защиту башкирского языка,
по поводу этнокультурного, то есть, извините, этнолингвистического конфликта в прошлом году, когда тоже в организации митинга, безусловно, участвовала группа башкортов. Там есть хорошие организаторы, с организационными навыками люди. Вот. Но на самом деле это был не их митинг. Это митинг, когда собрались от 2 до 2500 только вот постоянного костяка народа. А если учесть, что приходил, то до 3000. Это много. Это было именно всенародное выражение опасений в защиту своего языка, в защиту своих прав и так далее. То есть вот первый звонок прозвучал уже тогда, его тогда еще надо было услышать на самом деле. Он говорит о 2 вещах. Во-первых, что мне кажется, что случился фазовый переход уже. То есть мы прошли то время, когда примерно лет 10 100 человек на площади считалось уже много. То есть мы уже опять вступаем в период, когда активность населения повышена. И мне кажется, что это будет только ухудшаться, поскольку с усложнением социальной обстановки, социально-экономической обстановки, она будет накладываться на все другие раздражители, экологические, национальные, любые прочие. Вот, и мы уже имеем дело с феноменом улицы. Тот самый, который распространен везде. Да? И это в очень консервативной Башкирии. В данном случае это действительно выражение не национализма, а обычного, нормального, патриотического движения народа в свою собственную защиту. Почему эта защита прошла через Салавата Юлаева? Уже была, причем намного более широкомасштабная попытка дискредитации Салавата Юлаева. Как раз в период перед номенклатурным переворотом 2010 года, когда ясно было, что режим так или иначе будет уходить, естественно, нашлось сразу множество бенефициаров на сломе этого режима, да, возбудилась оппозиция, чтобы потом словить, так сказать, как сейчас принято говорить, хайп на этом деле, получить доступ к ресурсам и так далее. И среди тех, кто пополнил ряды оппозиции, были люди, пользовавшиеся очень нечистоплотными методами, в том числе как раз на разжигание межнациональной грузии. Поскольку считал, что режим этнократический, на самом деле это было не так, то считал, что одной из его опор будет Башкирия. И поэтому удар почему-то наносился именно по башкирской идентичности вообще. Что вообще не так. Такие вещи, я считаю, нужно было прежде всего купировать на научном поле. Во-первых, нужно всегда возвращать конфликт в рациональное поле. Поле разума. Вот. И тут как раз незаменима роль настоящих экспертов, ученых. Но при этом нужно, чтобы это не шло не тем языком, к которому ученым привыкли, а тем же, к которым обращена той аудитории, к которой обращены вот эти разоблачения. То есть к простым людям. Простым студентам, простой молодежи, ну, людям разных возрастов и так далее. И у нас был проект, под одним из его плодов, вы видите, выпускать серию книг с разоблачением фальс-истории. То есть вот этой ложной истории, где спокойно, но на таком адаптированном, понятном людям языке, но с научной экспертизой, разъясняются по полочкам, почему не правы вот эти дискредитаторы, ну, например, Салавата Юлаева. Да? Получается, сейчас они себя защищенными не чувствуют. Они видят, что кроме них самих никто за них не заступится. И что интересно, они чувствуют свою связь, получается, что удар по их героям – это удар по ним. А эта связь действительно существует. Это очень важная связь. Это действительно одна из скреп, которая в свое время позволила развалить Советский Союз. Ту сверхдержаву, которая никогда бы не оказалась в той ситуации, в которой оказались вот мы сейчас. В том кризисе, в котором мы сейчас находимся. Да? А мы, к сожалению, развалили своими руками. Как это происходило? Вспомните, что перестройка была прежде всего информационной войной, информационной атакой. И она, вспомните, с чего все это начиналось. Вот мы с вами помним люди того поколения, которое застало вот эти бесконечные выпуски «Огонька», которые дискредитировали нашу историю. Поскольку простые люди, они не обязаны, они СПАК не заканчивали и не обязаны знать все тонкости жизни национальных героев, они знают только их определенные вот образы, как точки, как скрепы в самом деле. Да? И стоит дискредитировать один этот образ, начинает сыпаться все здание, начинает сыпаться весь порядок. И поэтому, ведь тогда наиболее прозорливые люди упоминали, что, например, вот эта истеричная антисталинская кампания, она несет достаточно большой вред. Почему? Потому что на нем все не остановится.
Так и получилось, потому что после антисталинской кампании, помните, да, дальше пошло по наклонной. Потом Ленина, потом там и дошло быстро до Александра Невского, там Зои Космодемьянской и так далее. Самый страшный удар при этом понес, конечно, и всех народов русский народ, поскольку он был все-таки такой центровой составляющей в этом плане, да, и удар по их культуре означал удар по всем. В национальных республиках успели стихийно прикрыться от этого. Мы были не способны защитить всех героев Советского Союза, России, но хотя бы своих мы защитить успели и смогли. Реакцией на это было, например, возрождение культа Салавата Юлаева. Причем, обратите внимание, как возрождался этот культ. Он не носил такого истеричного, такого сверхкреативного характера. Наоборот, он был даже скучноватым. Вот при Рахимове культ Салавата Юлаева, да, он был официозным. То есть, да, были праздники в честь Салавата Юлаева, дни Салавата там, и так далее. Он был на гербе республики и так далее. То есть, все это было в спокойном, даже скучноватом таком русле рутинной обыденности. И это на самом деле имело в себе положительный смысл определенный. Поскольку излишне такая акцентированная эмоциональное обожание, да, оно несет в себе столь же разрушительный иногда потенциал, как и такой же страстная акцентированная дискредитация. Возвращаясь к фигуре Салавата. Для башкир она имеет вот именно такое центровое значение. Но почему? Ведь вспомним, что на самом деле Салават Юлаев был только одним из целого ряда предводителей, даже только движения восстания самого Салавата Юлаева для Пугачевщины в Башкирии. По различным подсчетам, только действительно выдающихся лидеров крестьянской войны, ну, Пугачевщины, да, которую раньше называли чаще в историографии крестьянской войной, что действительно не совсем точно. Было от 56 до более чем 80. Зависит от того, кто считает. Кулбахтин, Асфудияров, Маврозин и так далее. Из них он, конечно, был одним из наиболее выдающихся, но, например, настоящим инициатором этой войны в Башкирии был не он, а Кинзиар Сванов. Настоящий представитель этой войны, который оценил вовремя потенциал Пугачева, который вообще был первым послан на подавление Пугачевского восстания. И действительно мог его подавить еще в зародыше, поскольку когда он со своими воинами туда подошел, у Пугачева была только кучка казаков на самом деле. И от него зависело, как башкиры себя поведут в данной ситуации. А Кинзиар Сванов, в отличие от Салавата Юлаева, был человек в возрасте, он был из поколения его отца, он знал всех старшин, которые там были. Он хорошо знал, кто там в авторитете, кто нет. И он стал рассылать письма и обсуждать ситуацию, что делать в настоящий момент. Ну, результаты вы знаете. Что касается Салавата Юлаева, там ситуация была несколько иная. Во-первых, когда в ноябре 1973 года, 15 ноября, насколько я помню, 11 ноября 1973 года, когда он присоединился к Пугачеву, присоединялся, во-первых, не он сам. Сам он был официально, он был сотником башкирской регулярной конницы, старшиной и сыном старшины. Под его началом был отряд 99 воинов клана Шайтан-Кудей, то есть его родного клана. Это обычная ситуация для башкир, когда старшина или сын старшины выступает во главе кланового ополчения по призыву монарха. В данном случае был призыв, чтобы подавить казацкое восстание. Это обычная работа, в общем-то, для них. Но этот отряд входил в значительно больше сводный отряд, который командовал Алибай Мурзагулов. Старшина, который по возрасту был постарше, и он был значительный тогда считался, чем Салават. Выдвинулся Салават уже позже, во многом по рекомендации того же Кинзиара Сванова, как и Канцафар Усаев, например. То есть я что имею в виду, что в принципе только собственным его значением и собственным деянием сразу объяснить, почему именно он стал героем, невозможно. Таких героев было много. Не говоря уже о том, что на самом деле Пугачевщина в Башкортостане, восстание Кинди и Салавата следует рассматривать в рамках более широкого исторического феномена. Это феномен башкирских восстаний. Ну, я часто люблю, когда в молодежную аудиторию работаю, просто выписывать сначала молча сами даты башкирских восстаний, потому что уже сами они производят впечатление. Если две строчки подряд ты записываешь только датами,
только циферками, да? То есть уже видишь, какое было это на самом деле явление. Оно было большим, это восстание. Вот там, начиная с 1945 года, 62 64 там, ну, так далее, сейчас не будет, как говорится. Все знают, все это знают. И среди них были полководцы, которые были намного более удачливы, чем Салават. Возьмем хотя бы Алдара Исикеева. Тархана, Батыра Алдара Исикеева, героя битвы при Юрактау, когда был полностью уничтожен большой полк, вот полторы тысячи человек полка Клуба. И после этого восстание разразилось сразу по всей Башкирии, и поражение потерпело, по сути, все 6 регулярных полков царя Петра, которые были посланы на подавление восстания. Из них два было, один был полностью, другой частично уничтожен, остальные ушли из края. Я напомню, что вот во время этого восстания 1705-11 годов башкиры подходили почти под Казань. Под угрозой осады башкирами, кроме Казани, оказывались Уфа, Саратов, Самара. Один отряд султана Мурата прорвался на Кавказ. И султан Мурат взяли уже там. Что восставшие имели связи с Крымским ханством, посылали посольство в Крымское ханство, в Турцию, в степь, казахам и так далее. То есть оказалось намного больше явления. И самое интересное, что это восстание закончилось, вообще-то говоря, тем, что Башкирия до 1722 года просто выпала из российской юрисдикции. В 1722 году, вот мало кто знает, что Башкирия на самом деле дважды добровольно входила в состав России. Один раз во второй половине 17 века, и не в 1557 году, потому что за один год она войти не могла. Она входила, и сейчас это доказано в течение целого полувека. Это с нами Шажире видно, на самом деле. И так входил по крайне простой причине. Потому что башкиры были вотчинниками, владельцами своей земли. А поэтому каждый клан входил, ему мало войти, он должен был еще подтвердить свое вхождение отдельно. Потому что только верховный хан, только верховный государь может подтвердить владение вотчинной землей. Поскольку вотчину нельзя отнять формально. Можно убить вотчинника. Тогда, конечно, земля может стать бесходной, если весь урод уничтожить. Вот. Но отнять ее нельзя. В отличие от поместья, вотчина – это то, что все, оно как бы дается, оно навсегда. По факту жизни. И вот башкиры, они оказались в уникальном положении, когда целый народ, целый служивый народ обладает правами, которые до них самой структуры русского государства обладал только вот древний титул бояре, который еще тогда были, задолго до этого. Да? То есть был целый народ вотчинников. И вот они-то по кланам ходили в России. Это было в 16-м, начале 17 века. И вот теперь в 1722 году, после великого восстания Алдара и Кусюма, Алдара Исикеева, Кусюма Цуликеева, там был еще целый ряд предводителей, таких как Султан Мурат, Хаджи Султан и так далее. В 1722 году башкирское посольство, прибыв в Москву, после долгих переговоров, само добровольно опять заново принесло шерсть, то есть признало власть российского императора. Вошло в состав России. Опять заново. Вот тут мало кто знает. То есть, видите, здесь, в отличие от восстания Салавата, она закончилась, наоборот, фактически победой. Поскольку были опять заново признаны все башкирские права и привилегии и так далее. Потом было первое башкирское восстание, которое закончилось поражением в 1735-40 году. Страшное просто восстание по в тяжести для проигравшей стороны, для башкиров. 1755 и так далее. Просто я что хочу сказать. То есть одним этим не объяснишь, почему именно Салават всему народу. Тут наложилось сразу несколько причин. Ну, во-первых, это восстание было последним. Потому что после восстания Салавата, после Пугачевщины, в Башкирии башкирских восстаний как феномена больше не было. Восстание 1635 года совсем другое. Это, знаете, из той же рубрики, что и аракчеевские солдатские бунты, например. Это другая совершенно история. Башкирские восстания же отличались чем? Они все шли по разным поводам, но в основе их лежала именно защита башкирами своих традиций, защита традиционного общества. А основой этого устройства традиционного общества было вотчинное право на землю. Это то, что башкиры считали вообще самым главным, что было основой их мироустройства и позволяло им, кстати говоря, в том числе и такие политические акции, как эти восстания совершать. Ведь что означало вотчинное право на землю? Оно было еще интересно тем, что каждый клан, вне зависимости от того, большой он был или маленький, формально был равен другому. То есть у башкир преобладали не вертикальные, а горизонтальные связи.
А это означало повышенную военную живучесть. Вот так же, как в Афганистане, когда, помните, наши войска туда вошли, вот, а договориться не получилось, потому что мало занять Кабул, мало занять все города, ты этим не успокоишь. Для этого надо договариваться с каждым вождем по отдельности. Вот. Тут то же самое, поскольку нет такого места в Башкирии, заняв которое, можно бы сказать, что ты контролируешь ее всю. И договориться можно было только одним способом, ну, естественно, применять и военную силу, и с другой стороны, соблюдать какой-то вот консенсус, на котором обе стороны были согласны. То есть, прежде всего, соблюдать башкирские права и земли. Потому что мало занять Кабул, мало занять все города, ты этим не успокоишь. Для этого надо договариваться с каждым вождем по отдельности. Вот. Тут то же самое, поскольку нет такого места в Башкирии, заняв которое, можно бы сказать, что ты контролируешь ее всю. И договориться можно было только одним способом, ну, естественно, применять и военную силу, и с другой стороны, соблюдать какой-то вот консенсус, на котором обе стороны были согласны. То есть, прежде всего, соблюдать башкирские права и земли. То есть, во-первых, получается, он был в числе последних героев, а последних, естественно, народная память будет хранить дольше. Поскольку вопреки романтическим представлениям, больше 300 лет без письменной памяти обычно не держится. Ну, вот на самом деле, кто кроме специалистов хорошо помнит вот того же Алдара Досикеева? Вот не очень помнит, правильно? Хотя, видите, фигура была просто потрясающая сама по себе. Я сейчас про нее еще отдельную лекцию сказать, если можно. Вот. А Салават был одним из последних раз. Во-вторых, почему из других героев гражданской, вот этой христианской войны, по сути, она была гражданской, только за неимением граждан. А в принципе, это именно междуусобная междуусобная война. Да? Вот, во-первых, он выделялся возрастом, он уже тогда был самым популярным, пожалуй. Поскольку выделялся возрастом, выделялся уникальным сочетанием полководческого и поэтического дара. Это не у всех бывает. А башкиры народ поэтические, они такие вещи любят. То есть сначала он был прославлен среди самих башкир. Об этом свидетельствует мифология, об этом свидетельствует фольклор и так далее. То есть героем он уже был среди них самих. И поэтому невозможно говорить, что вот его придумала советская власть. Тут ситуация была несколько иная. Советская власть действительно создала культ Салавата Юлаева, но это она сделала на общегосударственном уровне. Дело в том, что во время гражданской войны и после нее, перед советской властью, перед новой властью, которая появилась в России, стала совершенно нетривиальная задача. Эта задача стала еще в годы самой гражданской войны. Ведь вспомним первый результат этой самой войны. Россия распалась, все, ее больше не стало на самом деле. На самом деле ее больше не стало. И в процессе гражданской войны погибло 11 миллионов населения. Причем большинство людей погибло не от красной, белой или зеленой шашки или пули. Оно погибло от слома всего жизнеустройства. Поскольку это означало голод, это означало эпидемии, это означало войну всех против всех. Вот. Отвалились национальные окраины. Это, кстати, вот к вопросу о скрепах, к вопросу о том, что якобы там Ленин заложил атомную бомбу в России и так далее. Что это абсолютно не соответствует действительности. Российской империи к этому времени автономии уже не было. Вот. Те, которые до этого были, они благополучно ушли. Это вот царство польское, но оно под немцем было. Там отдельная история вообще была. Вот. Великое княжество финляндское, оно, кстати говоря, дольше всех и оставалось верным государем. И только когда уже его не сложили, оно заявило, что мы же были связаны, вообще-то говоря, умней. Правильно? А теперь что нас связывает с Россией? А вот остальная территория России была жестко унитарной. И результаты всеобщая резня, в том числе по национальному признаку. Везде. И перед большевиками стала задача, как собрать то, что развалил, как их всех свести обратно. Одной военной силой это сделать невозможно, тем более вот в той ситуации, которая была. В той ситуации, когда, вот, например, те же там башкиры сыграли там достаточно большую роль. Их почему же сейчас считают, что они стали основателем федерализма в России? Конечно, немножко преувеличение, но на самом деле можно и так сказать. Почему? Потому что известно, что башкиры, создав свою автономию, они защищали ее своим башкирским корпусом. У них были свои войска. Да? Небольшие, но для состояния гражданской войны, когда вся остальная армия, в общем-то, обратилась в неуправляемое стадо,
национальные части, сплоченные в своей идее, как латышские стрелки, как те же самые башкирские полки, вот эти небольшие распаянные части обладали повышенной силой, повышенным политическим весом. И могли диктовать многое. И они диктовали. То есть, на самом деле, не было опции признавать или не признавать автономии. Если ты их не признавать, это означает затягивать войну дальше. Это означает еще воевать и воевать. Признанием же автономии центральная власть вышибла почву из-под ног националистов. И забрала, так сказать, население, забрала народа себе. То есть, теперь на самом деле не было опции ставить что-либо другое, кроме федерации. Автономии все равно должны были быть. Иначе гражданская война не прекращалась бы. И вот тогда был создан совсем на новых основах союз народов. Да, государство было тоталитарным. Да, там было в тоталитарном государстве всегда жестко. Там всегда тяжело. Другим оно быть просто не могло. Оно родилось в гражданской войне. Не тоталитарное государство не выжило бы. Но при этом оно все равно собиралось как союз народов. А когда оно собирается как союз народов, соответствующая должна быть соответствующая и идеология. И вот тогда ставилась задача, как вписать историю народов, которую теперь они заявляют себе, у нас своя история. Она может быть весьма отлична от той истории, которую учили в российских гимназиях. Как ее вписать в новую общую большую историю. И вот я считаю блестящим культурологическим достижением советской власти именно то, как это было сделано с образом Салавата. Когда далеко не последние, хотя и не самые первые, но далеко не последние писатели, да, режиссеры, поэты сделали так, что образ башкирского героя теперь стал образом героя всей России. Его положительные черты были приняты, были мифологизированы и приняты всеми гражданами страны. Да? Салават стал советским героем. Или, как выражается Рустам Вахидов, евразийским героем. Причем совершенно искренне, действительно. К Степану Злобину мешками письма приходили от благодарных читателей, которые восхищались Салаватом. И это действительно скрепляло народ. Скрепляло намного лучше, чем голые силы. Во время Великой Отечественной войны, вы знаете, наверное, что истребительный противотанковый артиллерийский дивизион носил как раз имя Салавата Юлаева. Вот. Знаете, что в башкирской кавалерийской дивизии как раз выходила газета, где как раз писали сюда, что вперед сын Салавата там, и так далее. И так далее. То есть, вот такая инкорпорация национальных героев в общесоветский пантеон, это было и необходимостью, и очень удачной, и действительно гуманистической, я считаю, операцией. Выбрасывая советскую историю за то, что она, во-первых, не соответствует новым идеологиям, а во-вторых, за то, что она не креативная, выплеснули еще одну, знаете, я считаю, очень интересную черту. Вы помните все, что поскольку советская история исходила из исторического материализма, то там всячески приветствовались революции, восстания, войны и так далее. Да? Вот. Сейчас удались в обратную крайность, потому что стали считать, что все эти бунты, революции, все это плохо и так далее. Но ведь, знаете, само по себе сочувствие к слабым и угнетенным относится к достаточно благородной, на самом деле, человеческой черте. И не только этически, что делает нас людьми на самом деле. Сочувствие тем, кто слабее себя. Само обращение внимания на то, что в истории была история, это не только история царей, но история и тех, за счет кого цари делали вот там век золотой Екатерины, например. И вот это очень важная черта в советском мировоззрении. Она, кстати, и привела, во многом именно она привела к созданию вот такой атмосферы дружбы и братства, о которой сейчас многие ностальгируют. О них можно спорить, но все помнят, что советское общество было значительно добрее, вы это помните, да? В самих взаимоотношениях между людьми. И, наконец, что касается исторической основы для этого, вот образ того же Салавата Юлаева, нужно помнить следующее, что у башкир было собственное автономное традиционное общество. Оно обладало автономией с самого первого момента еще вхождения в состав России. Кстати, именно этим и объяснялось само вхождение. Почему оно добровольное? Оно исходит из доброй воли. То есть, вот у них была воля, они ее распорядились. Да?
Но раз воля есть, то она может превратиться в злую, когда их права нарушают. Вот им объяснялись восстания. Может оставаться доброй, и не было ни одной войны в России, в которой не принимали бы участие башкирские полки. То есть изначально эта автономия была всегда. Просто она была не в национально-политических рамках, потому что таковых раньше просто не существовало в 17-18 веках. А в форме того же вычетного права на землю, в форме осознания своих прав. Эти права у них были. И когда спрашиваешь, за что воевал Салават Юлаев, ну, я считаю, вот на уровне общественного сознания всегда помнить, что за свои права, которые у них были. Потому что тут есть еще вот один перекос. Вот, знаете, когда вот этот хайп, как так сейчас называют, случился, и у разных людей спрашивали, что вот вы думаете по этому поводу. Они начинали возмущаться, как можно трогать нашего героя. И тут выяснилось, что сами башкиры иногда не очень понимают, кто такой Салават, на что он воевал. Человек – это человек. В данном случае он бытизм не имел вообще ничего общего. Он, кстати говоря, и при царском правосудии он квалифицирован как мятежник. Это совсем другое. Он действительно был мятежником. Он восстал против одной власти. Точнее говоря, он восстал не против монархии, поскольку он был монархистом. Тогда других просто не существовало. Люди не понимали, как можно жить вне монархии. Он восстал, чтобы поставить того претендента на российский престол, который их башкир устраивает. А это говорит уже о двух вещах. Во-первых, подходила к концу эпоха башкирских восстаний, когда башкиры могли грозить, что если вы не прекратите нарушать наши права, мы или признаем другого сюзерена, там, скажем, например, крымскому хану попросимся и так далее. Все. Теперь башкиры поняли, что империя их не будет бросить никогда. Все, они в ее центре. А поэтому менять к лучшему свою жизнь в империи можно только трудясь и воюя в ней самой. Они уже, то есть их интеграция завершилась. Башкиры навсегда будут частью России. Салават – это именно российский герой. Потому что он воевал не за то, чтобы отделяться от России, а за то, чтобы изменить свое положение в ней. Причем теми способами, какие тогда были доступны. Других не было. Я напомню, что когда в России пытались ввести парламентские способы, кстати, пытался, например, последняя попытка такая была именно при Екатерине II, при действительно просвещенной государыне, она действительно является представителем просвещенного абсолютизма, никто не спорит. Это умная и достаточно просвещенная женщина была. Вот. Когда собирали эту уложенную комиссию, двое из этих депутатов уложенной комиссии, Туктамыш Ишбулатов, Тархан Туктамыш Ишбулатов, да, и будущий Базаргул Юнаев стал кем? Он стал фельдмаршалом. Фельдмаршалом пугачевских войск. Салават был всего лишь бригадиром, а он фельдмаршалом. Туктамыш Ишбулатов тоже перешел на сторону Пугачева и участвовал в взятии Осы. Это были депутаты уложенной комиссии. Вот. Так же, как Тимофей Падуров из «Есть казаков». Тимофей Падуров, кстати, казнили, а их нет. Вообще, Пушкин правильно, кстати, говорит, что Падуров казнили неправильно, депутатов нельзя казнить. Вот, против закона было. А этих не казнили. Кстати, кроме Салавата и его отца Юлая, больше не казнили никого. И их тоже не казнили, а сослали в Аргирик. Вот из башкирских вождей все остальные, те, кто не пал прямо тогда во время войны, вот, и был освобожден после и пережил следствие. А следствие пережить тоже дорога железная нужно было, конечно, тогда. Вот есть казаки, например, которые железным дорогам отличались, но из них многие не пережили. Вот. Они все остались, потому что остался живых. И могучий Каранай Муратов, не уступавший Салавату по силе своих дружин. Остался и Туктамыш Ишбулатов. Его только депутатское здание решили и так далее. Причина была крайне простая. Потому что Екатерина поняла, что движение приняло настолько широкий характер на самом деле. Ну, куда же дальше было идти? Вот в Поволжье, например, попы массово присягали, ну, Петру Третьему, так сказать, попы. То есть, если сначала было предложение, что через Синод всех их лишить священнического звания. Но тогда Поволжье осталось без попов. Когда это сообщили, она поняла, что эта проблема системная. Решать надо ее системно. Вот, и занялась этим решением. Поэтому здесь было то же самое. С Салаватом ситуация была другая. Он 2 раза отверг письма Потемкина о мире. 2 раза Потемкин ему говорил: покайся, приди и получишь прощение. Он его отверг. Поэтому свой путь он выбрал сам, как положено герою. Вот. Остальные выбрали другой путь. В том числе вот его отец, он пришел с повинной, но он по совокупности показаний тоже как мятежник был сослан в Аргирик. Еще один нюанс как раз по этому поводу. То, что башкирские вожди приходили, получается, от Пугачева, от Екатерины Пугачева, от Пугачева к Екатерине. На самом деле для них это было совершенно естественное и нормальное поведение. Почему?
Потому что они были именно воинским сословием, так же как казаки. Они всегда воюют за определенные условия. Для них предательство, это вот если ты из трусости, например, откажешься от своих условий, вот это предательство. Такого среди них не водилось. А если ты договорился, вот по определенной договоренности, если ты соблюдаешь, ты воюешь. Если их нарушают, то ты имеешь право отойти от этого государя, который их нарушает. То есть они вели себя так, как вели средневековые рыцари, например, которые именно по этим причинам могли менять сюзерена. У них другие представления, понимаете? Вот один из критиков Салавата, культуролог Мауэр, он, мы как с ним говорили, он в своей книге приводил в пример случай, когда тоже последствием, под пытками крестьянин Чернов отказывался признать, что Пугачев самозванец. Он говорит, что нет, но это уже царь Петр III. А вот Салават говорит, он же признал, что Пугачев – Пугачев. Я отвечаю, тут разница огромная. Дело в том, что крестьянин, он не мог признать ничего другого. Вы же сами, как культуролог, это пишете, что они верили, пугачевцы, они верили, крестьяне в самом деле верили в то, что это действительно царь. Почему? А им в голову не могло прийти, что не царь может называться царем. Понимаете, наивно-крестьянский монархизм, он имеет совершенно другую основу, чем монархизм служилых народов. А вот казаки и башкиры, они не просто это верили, они могли этим манипулировать. Потому что у них намного более развитое правосознание. Они этим акторами уже сами работают. Они сами делают царей, если не надо. Потому что это военное служивое сословие. То есть надо понимать, в каком контексте это было. И Салават был как раз представителем военно-служивого сословия, служивого военного народа, который воевал за права и традиции своего. Кроме этого, он стал символом дружбы народов. Я уже говорил, что образ, который мог стать образом враждебности, это тоже великая заслуга советской культурологии, стал образом дружбы. Причем обоснованно. Поскольку ведь в самом деле его дружины были многонародными. Там были и русские, и чуваши, и татары, и так далее. Сохранились его стихи, которые разбирал подруг Вадим Венцерович Стрепалов. Где Салават говорил, что каждый джигит, что любит страну, равными себе признает. Пусть русского, что пасет свиней, татарин, что пасет коров, башкир, что пасет коней, русский, что пасет свиней, татарин, что пасет коров, чувашин, что шерсть придет. Правда, Стрепалов тут замечал, что говорит, почему русские помянуты именно, что он именно свиней пасет, а башкир коней? Нет ли в этом какого-то оскорбления? Но я думаю, что вот как раз Салавату, по-моему, в голову меньше всего приходило кого-либо оскорблять в данном случае. Просто для мусульманина, значит, сами понимаете, свиноводство это абсолютное табу. И вот он понимает, что это маркер, как еще тогда назвать людей, если для людей это не табу, вот ты говоришь, что вот они тем отличаются, что для них такого табу нет. Тут с этим все нормально. Но просто я что хочу сказать, видите, он говорил о том, что пусть они будут равными. А это уже действительно очень необычно. Необычно еще и потому, что на самом деле они равными не были. Потому что те же башкиры, они по правам действительно превосходили все остальное население края и находились на лестнице ниже только дворян. Как говорил губернатор Волков, уфимский губернатор, что каждый башкирец считает себя равным дворянином. Этим они похожи на российских казаков, например. То есть тут уж накладывалась именно сословная такая, не только национальная, но и сословная разница мировосприятия. В данном случае мы должны, даже на уровне общественного сознания, вот с самых разных сторон, все-таки, во-первых, пытаться понять именно исторический контекст, что было там на самом деле. Не обязательно знать всю подноготную, а хотя бы знать несколько основных сюжетов. То есть, вот из них я полагаю основными сюжетами какими? То, что Салават Юлаев, он был частью феномена башкирских восстаний. Именно из этого ряда его следует рассмотреть. Это раз. Сами башкирские восстания, они были прежде всего за развитие традиционного общества башкир, которые, это вовсе не означало, что они были против изменений, но они были за такое развитие, которое не разрушает их собственной идентичности, то есть развитие на основе собственной идентичности. При этом оно обладало рядом черт, которые выделяли их из ряда остальных башкирских восстаний. Это было первое башкирское восстание, когда башкиры воевали вместе с русскими, вместе с казаками, вместе со всеми остальными народами края. То есть теперь их история стала именно историей России, полностью, бесповоротно. Именно поэтому попытка разрушения образа Салавата, это именно попытка разрушения, во-первых, образа дружбы,
между народами, да? Причем обоснованного просто дружбы. А во-вторых, разрушение именно вот этой связи. Потому что в этом случае предлагается, чтобы у нас, у русских и у башкир, были две какие-то разные истории, по которой у одних Салават будет герой, у других злодей. У одних надо замалчивать историю башкирских восстаний, поскольку вот же вот они же восстания, а у других нет. И более того, другие считают, что это вот они, что восстания, они не в русле российской истории, а вот именно нашей башкирской истории. А на самом деле это не так. Поскольку на самом деле даже те же башкирские восстания, это именно часть российской истории. Без них ее понять на самом деле нельзя. Вот посмотрите, я вам просто пример приведу. Дело в том, что до Российской империи была еще одна империя, которая претендовала на роль гегемона в Восточной Европе. Это была знаменитая Речь Посполитая. Ну, Польша, грубо говоря, да? Польско-литовское государство. Почему оно развалилось? А именно потому, что оно своих восстаний не выдержало. И не чисто в военном стиле. Не только чисто военная проблема была, не только восстание Богдана Хмельницкого и прошлых кровавых казахских восстаний, а в том, что она не смогла предложить своим подданным такого варианта действия, при котором они могли бы жить, не разваливая ее. А российская смогла. Могла. Потому что, как бы то ни было, в том числе благодаря этим восстаниям, сохранялась многоукладность той же самой империи. Те же самые башкиры, они оставались именно лучниками, да, свободными людьми, мусульманами в христианской стране. Это прогресс, это прогресс. Это хорошо, это очень хорошо. Это лучше, чем было в Речи Посполитой, лучше. Но этого бы никогда не было, если бы они сами не отстаивали этих своих прав. И никогда бы не было, мы бы не могли гордиться веком Золотой Екатерины, а он действительно был. Он действительно был век Золотой Екатерины. Если бы в том же самом веке не жили люди, которые делали все, чтобы сохранялось цветущее многообразие в мире, в том числе и своей кровью. В том числе своим потом, своей кровью. Чтобы она была именно вот такой многообразной. И именно поэтому, кстати, в этом проявляется ум и самой Екатерины, которая действительно была великой государыней. Это действительно так. И то, что кто-то, если какой-то нехороший человек, либо просто неумный человек, либо очень нехороший человек, ругает наших героев, это не означает, что мы должны отвечать такой же глупой монетой и ругать героев чужих. Для нас героем это Суворов и Кутузов остаются героями. Так же, как был героем Салават для всех народов Советского Союза. Так же, как входит в этот ряд Алдар Искеев, который не только поднял самое успешное башкирское восстание, но и одолел в битве в поединке, представляя честь всей российской армии, представителя турецкой армии Черкеса-Балтыря во время взятия Азова. И так далее, и так далее. Я примеры эти могу... Это наша общая история и общая слава. И нельзя говорить, что почему-то вот иногда еще говорят, что вот герои гражданской войны не могут быть героями. Это еще почему? 70 лет, когда наша страна была на пике своего могущества, почему-то герои гражданской войны могли быть героями. Да, этим иногда справедливость тоже нарушала, потому что были забыты, отодвинуты то, что из другой стороны тоже были люди чести, правильно? Вот. Это бывало. Но с другой стороны, но это просто глупый принцип, что якобы почему-то герои гражданской войны героем быть не могут. Да, гражданская война это трагедия. Да, любая война трагедия на самом деле. Но это не означает, что ее герои не герои. Простейший пример из самой русской культуры. Кто о Пугачевщине написал? Александр Сергеевич Пушкин, «Капитанскую дочку». Где эпиграф «Береги честь молоду». Да? И там рассказывается именно о человеке, который попал в круговерть вот этой трагедии и остался человеком. О том, как в ней выжить. И аналогично у Роберта Льюиса Стивенсона «Похищенный». Там, когда говорится, как попал человек, связался с якобитами, с мятежниками, поднявшими мятеж против законного короля, да? Ну, и с точки зрения он незаконный, с точки зрения шотландцев. И что там якобиты Алан Блэк плохо выглядит, что ли? Или плохо выглядит человек, вот этот главный герой вот этого похищенного. Там, кстати, тоже можно было сказать, что поставить эпиграф «Береги честь молоду». Когда молодой человек проходит вот через все вот эти, через гражданскую войну, тлеющую в стране. И остается человек. А вот это ведь и есть главный урок на самом деле. Чтобы, как там на примере героев прошлого, которые жили в своей очень сложной эпохе, всегда оставаться людьми и относиться к людям как положено.
по-людски. Вот, мне пока все.